Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Жители городов и районов страны с огромной радостью отмечают самый прекрасный весенний праздник – День матери. Сегодня женщины и девушки с честью трудятся во всех сферах жизни общества и государства и своей созидательной деятельностью и инициативами стремятся к процветанию суверенного Таджикистана. При этом роль женщин и матерей в укреплении и упрочении семей и создании здоровой и спокойной атмосферы в каждом доме весьма значительна. Именно они, женщины, являются хранительницами и продолжателями лучших традиций и обычаев нашего народа, особенно воспитания достойных, образованных и патриотически настроенных детей. В древнем городе Истаравшан День матери отметили с особым размахом и великолепием. В ходе выступления было отмечено, что мать одной рукой раскачивает колыбель, а другой решает судьбы планеты. Современные таджикские женщины – это творцы жизни и красоты, символ вечной любви и домашнего очага, которые принимают активное участие в политической, социальной и культурной жизни страны, занимаются наукой, общественной деятельностью, строят собственный бизнес, возглавляют предприятия. С учетом великой роли женщин в жизни государства и общества, правительство страны всегда ставит в центр своего внимания вопросы обеспечения прав и интересов женщин-матерей, проявляя заботу о них, постоянно поддерживает их созидательные инициативы и всесторонне содействует их реализации. Сегодня таджикская женщина является опытным руководителем, ученым, искусственным врачом, успешным предпринимателем и, естественно, заботливым воспитателем и педагогом. Мать творит жизнь, связывает поколения, она источник любви и сердечности, она дарит силы и жизнь. Именно поэтому таджикский народ и в целом все человечество почитает этот уникальный и вечный ее образ, восхваляет ее величие, всегда склоняет голову перед ней. В городе Истаравшан в честь Дня матери подготовили яркую концертную программу. Лучшие человеческие качества, такие как верность и искренность, доброта и благожелательность, щедрость, духовное и нравственное формирование поколений является плодом неустанного труда любящих и заботливых матерей. Мать делает все возможное для того, чтобы ее ребенок вырос здоровым и крепким, был благовоспитанным, образованным, обрел профессию и в будущем был полезным обществу. То есть формирование у подрастающего поколения чувства любви к знаниям и высокой нравственности, чести, родине и труду является прежде всего заслугой матери. Мать в действительности достойна всяческого преклонения и любви, ибо она является самой любящей и преданной для каждого человека. Сегодня женщины нашей страны вносят великий вклад в благоустройство и продвижение Таджикистана. Они с честью трудятся во всех сферах жизни общества и государства и своей созидательной деятельностью и инициативами стремятся к процветанию нашего суверенного государства. И впредь со свойственным таджикским матерям терпением будут выполнять эту свою священную миссию и стремиться к правильному воспитанию детей, к подготовке их к самостоятельной жизни, защите благоденствия каждого дома и повышение роли семей в жизни государства и общества. В период независимости таджикские женщины своими инициативами доказали, что они могут преуспевать и в сфере предпринимательства. Вклад женщин-предпринимателей заметен не только в сферах промышленности и сельского хозяйства, но и в деле возрождения и развития народных ремесел, что способствует созданию рабочих мест. Одна из главных целей объявления Годом развития туризма и народных ремесел 2018 года и объявления Годами развития села, туризма и народных ремесел 2019 по 2021 годов является как можно больший охват женщин и девушек полезными и доходными занятиями. Принятием правительством Таджикистана национальной стратегии активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы была заложена реальная основа для разработки и реализации ряда важных документов относительно улучшения социально-экономического и духовного положения женщин и девушек. На основе упомянутых документов в направлении повышения роли женщин в обществе, обеспечения их активного участия в управлении государством, подготовки современных кадров за счет девушек и большего улучшения здоровья матери и ребенка был осуществлен ряд важных мер. Проявлением одной из забот
работ государства в отношении девушек сельской местности и отдаленных районов является определение президентской квоты, благодаря которой до сегодняшнего дня тысячи девушек окончили высшие профессиональные учебные заведения и успешно работают в различных сферах жизни общества и государства. Республика Таджикистан по проценту представительства женщин в органах различных ветвей власти занимает в мире одно из видных мест. Таджикские женщины, которые отличаются трудолюбием и добропорядочностью, с чувством благодарения за независимость государства, обстановку спокойствия и стабильности в стране и с использованием созданных правительством республики условий и возможностей и в дальнейшем будут трудиться самоотверженно во имя развития Родины. В сегодняшнем мире география праздника Навруз является самой широкой и охватывает страны, которые начинаются с запада Китая и простираются до территорий Центральной Азии, Индийского материка, Кавказа и России, границ Европы, арабских стран и Северной Африки. В преддверии этого праздника таджикистанцы протягивают руку помощи нуждающимся и занимаются благими делами. В преддверии этого праздника таджикистанцы освобождают свои сердца и души от ненависти и мести, протягивают руку помощи нуждающимся, занимаются благими делами. Люди в преддверии Навруза, который является доброй вестью о наступлении нового дня и пробуждении природы, очищают свои дома, озеленяют различными цветами и саженцами улицы и проспекты. В эти дни при помощи хашара облагораживают свои дворы, поселки, улицы и парки. Навруз – это праздник единения всех народов. Недаром этот праздник считается международным. Но для нас еще это и день весеннего равноденствия, когда все расцветает, все начинает пробуждаться, становится ярким, пестрым. В Таджикистане, как и во всем мире, отмечается международный праздник Навруз. Навруз – это традиционный, очень древний праздник, пришедший к нам испокон веков. Навруз – один из самых любимых праздников наших сограждан, и мой в том числе. Отрадно признать, что теперь этот праздник вышел на международный уровень и занесен в реестр ЮНЕСКО. Мы продолжаем выпуск. Год развития села, туризма и народных ремесел взял старт и будет продолжаться до 2021. Умельцы и начинающие мастера стремятся внести свой вклад в дело возрождения и сохранения народных промыслов. Каждый народ славится своими культурными и историческими ценностями, привлекая туристов объектами достопримечательностей, продукцией ремесленников и местным колоритом. Настоящим брендом Таджикистана в полной мере можно назвать керамических дедушек в расписных халатах с лепешками, как символ долголетия и достатка с арбузами, яблоками и виноградом. Эти игрушки раскупают приезжающие в республику иностранцы. Среди богатого культурного наследия наших предков, дошедшие до нас, гончарное дело, резьба по дереву, ковроткачество и, конечно же, вышивка. Один чакан чего стоит? Сюзанне главный атрибут национального ремесленничества, неповторимый и всегда разный узор вышитых на ткани цветов, неповторим и уникален. Мастерица Йодгорова Давлатби не только вышивает и представляет свое творчество за рубежом, но и обучает начинающих девушек. А началось все с тюбетейки, которую вышивала вместе с мамой. Много-много делаем для нас и для республики. Я была в несколько конференций, несколько семинарий, и в Индустане я была, в Казахстане была, я везде. Моему работа была на первое место, все смотрели на мою работу все ручная работа, и качественная, и красивая. То, что я делаю в этом нашем, это все это от нашей истории, который до нас остался. Богатые культурно-историческое наследие, памятники, архитектуре, декоративное искусство и, конечно, неповторимо вкусная восточная кухня таджикского народа. То, что делает республику привлекательной для туристов, и все это в развитии. Замира Юнусова, Дильшоди Хушвахт, новости.
Весной преображается не только природа, но и наши таджикские девушки и женщины, которые спешат обновить свой гардероб национальными нарядами. Яркий красочный чакан, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, поражает своей красотой таджикских красавиц, а также не оставляет равнодушными известных мировых модельеров и дизайнеров. Древние технологии по национальной вышивке, изготовлению атласа, адраса и чакана в наше современное время возрождаются и бережно передаются молодому поколению. В настоящее время одежда из атласа и адраса приобретает славу не только у таджикских дам, но и у иностранных модниц и дизайнеров. В связи с повышением спроса на этот атрибут национальной одежды увеличивается производство ручного атласа и адраса, расширяется их ассортимент, улучшается качество отечественного продукта. Таджикский народ испокон веков известен своими национальными традициями и прекрасным искусством ремесленничества. С целью возрождения древних национальных искусств во всех регионах страны, наряду с учебно-производственными центрами по ковроткачеству, вышиванию и золотошвейному мастерству, также открываются центры по производству атласа и адраса. Сегодня атлас и адрас – это не только модная материя, но и неотъемлемый атрибут национальной таджикской одежды. Наряды из атласа и адраса очень популярны не только среди молодежи и женщин солидного возраста, но и пользуются особым спросом у иностранных гостей. Ведь национальная одежда является важным звеном в изучении истории и культуры таджикского народа. Издревле женскую национальную одежду также украшали вышивкой. Данный вид ремесла является одним из самых популярных видов народного искусства и по сей день развивается среди женщин во всех уголках страны. Искусство вышивки развивалось в течение веков. Некоторые виды узоров исчезли, а их место занимали новые. Сейчас ремесленники Таджикистана возрождают и сохраняют это искусство. Платья женщин Куляба, Рашта, Бадахшана и Дарваза расшиваются своеобразными многоцветными узорами. К примеру, искусство вышивки горных таджиков отличается от искусства вышивки таджиков, живущих в равнинных регионах. Узор и вышивка чакан также издревле используются, например, для украшения платьев в южной части Таджикистана в Хатлонской области. Для этого узора используются разноцветные шерстяные нити, изготовленные вручную. Одной из самых популярных изделий вышивки является сюзанне, которые украшают каждое жилище. По характеру узоров, колориту сюзанне имеет свои ярко выраженные особенности в различных регионах. К примеру, из таравшанской сюзанне отличается наличием крупной розетки и ярких цветов, кулябская и шартузская яркими симметричными природными узорами. Каждая по-своему уникальна. Сюзанне пользуется большим спросом среди иностранных туристов. По их словам, от него веет весной солнечным теплом и светом. Орнаменты и узоры одухотворяют и придают стимул. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Ну а праздничная программа на нашем телеканале яркая и насыщенная, посвященная Дню матери в самом разгаре. Не переключайтесь.